Я нахожусь в самой южной точке России. Это дремучий лес, увитый лианами. Самое северное место расположения лианового леса на земле. Здесь Кавказ. А какой же Кавказ без шашлыка? Но я приготовлю огромный супер шашлык. Впереди меня ждет обжигающее приключение за шашлыком. Я буду есть самую острую в мире аджику. И не просто ее есть, а буду ее уничтожать, потому что я против еды. Забудьте советы дяди Миши с соседней дачи. Сейчас настоящие кавказцы научат Язя готовить правильный дагестанский шашлык. Муртазали Султанов, 57 лет, потомственный шашлычник. На горячих углях не раз клал барана на лопатки и даже раскладывал по косточкам. Самый хороший бараний шашлык с ребер. Вместе с костями? С костями, да. Это А самое как это делается? Так, берем эти бараньи ребрышки, рубится специально для этого. Поперек ребер, да, рубится? Да, поперек. Правило первое – ничего лишнего. Для настоящего шашлыка не нужны новомодные специи. А вот дагестанский шашлычник лишним не будет. Берем эти куски мяса, солим, перец черный, душистый и лук. И все? Да. А ничем не поливаете? По вкусу. Нет, когда молодой барашка, ничем не поливаем. Как наши деды делают, только лук, перец, соль. То есть это уже древнее? Да. Правило второе, почти как в средневековье. Лук всегда держите при себе. Барану он уже явно не пригодится. Лук желательно с мяса убрать, потому что он может сгореть и горечь, вкус теряет. Его надо отдельно, если что, помидорами, и как приправа будет отдельно. И, наконец, правило третье от Язя. Мясо, больше мяса. Но вы знаете, мне бы хотелось огромный шашлык. Огромный шашлык. Сейчас покажем, как делается огромный шашлык. Ого-го, вот это мангал. А жар-то какой. Тут же, наверное, целого быка можно, да ни одного дожарить. Наверное, уже будем заставлять эти, да? Да, можно поставить. Долбани меня, мигрень, да на этом нифиговом мангальчике целое стадо баранов пасется. 100 килограммов мяса, кавказский размерчик. Первый раз в жизни такой мангал вижу. Огромный, жарища, как в финской бане. Так, а мы по два сразу. Я никогда в жизни не готовил столько шашлыка. Не просто шашлыка, а супер шашлыка. Посмотрите, прошло буквально несколько десятков секунд, а он уже подрумянился. Да здесь надо уже можно не зевать. Да. Ох, как здесь жарко-то у вас. В такой жаре как бы Язю самому не поджариться. Впрочем, можно не бояться. Шашлык из Язя не в дагестанских традициях. А вот мясо совсем другое дело. Здесь знаменитому борцу с едой каждый второй может составить нехилую конкуренцию. Кавказский аппетит славится не меньше кавказского шашлыка. У нас так много шашлыка, что мы сейчас устроим традиционно национальное дагестанское застолье. Шашлык получился на... Ой, вкусно, какой молодец! Дачный дядя Миша со своим уксусным мясом и рядом не стоял. А вот Язю выстоять придется. Его ждет обжигающая встреча. Но я сюда приехал не просто так. Впереди меня ждет самое серьезное испытание, финальное. Это будет поединок честный. Поедание шашлыка с острейшим соусом. Пчела даже мне помогает. Сладкая жизнь для Язя закончилась. Пора ему решать острые вопросы. Гигантской порции шашлыка, которую он приготовил, явно не хватает перчинки. Я вам скажу, что аджику не подают к шашлыку. А почему? Мы более острый соус сделаем специально более для шашлыка. острый? Да, специально для шашлыка.
Основа острого соуса по-дагестански – томатная паста и сок. В них добавляют измельченный лук, зелень, соль, перец, сахар и, конечно, очень много жгучего перца. А вот объемчик соуса как раз язевый – целых 7 литров. Ну, уже вкусно звучит. Да. Теперь мы будем добавлять туда томатный сок, уже сок. Тоже так делаем. Вот говорят, не бывает масло масляное, а томат томатный бывает. И, наконец, к серьезному перцу серьезный перец. Я смотрю, вот у вас тут перец, это же очень горький, Да, это очень острый. Очень острый. Даже его, когда берешь в руки, когда чистишь, Да. его губам, глазам припадут, она уже жечь будет. У меня сосед Александр Иванович так прет стручками его ест, не моргнул Ну, глазом. есть такие люди, да. А добавим еще красного. Красный еще жгучий бывает, чили. Теперь добавляем перец чили. Это вообще огонь. Представляете, это все нужно мне будет съесть. Кошмар. Вот что такое теплый дагестанский прием. Он не просто теплый, а обжигающий. Впереди Язя ждет соревнования на поедание шашлыка с самым острым на Кавказе соусом. Это будет соревнование с огоньком. Соперник Язя Шахимир Гаджиев, кавказский старожил. Уверяет, что это он самый горячий в Дагестане. И ни один соус с ним не сравнится. Мы начинаем поединок. Поедание шашлыка. С местным аксакалом я буду соревноваться в непримиримой борьбе. И я должен его обязательно победить. Мой соперник Виктор, Да. чемпион России, а я чемпион лезгинского народа Дагестана. А это карбовский нож, который мне поможет в поедании пищи. Итак, мы начинаем. Раз, два, три. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Но уж насколько острый нож, а соус все равно острее. Первый же кусочек превращает Язя в огнедышущего дракона. Одна чайная ложка такого соуса – это как банка самой ядреной горчицы. Очки на -5, да он просто сжигает себя изнутри. А дико съедает, если я мясо растворяю. Очень соус острый. Самое интересное, что это еще и очень вкусно. У соперников боевая ничья. Жаркая битва окончена. И она тут же сменяется зажигательным танцем. Язь решил самый острый кавказский вопрос. Победил обжигающий соус.